Я знаю, что вы, Дмитрий, занимались проблемами переселенцев, которые пытались получить вклады в государство. За 5 лет удалось это сделать? Лет удалось достигнуть многого. Следует сказать о том, что все украинские банки, которые прекратили свое функционирование на территории Крыма весной 2014 года, в течение того же 2014 года все вопросы со своими клиентами решили. Единственный банк, у которого остались вопросы со своими крымскими клиентами, это Приватбанк. Даже сейчас государство? Даже сейчас, да, ситуация изменилась мало. То есть, что произошло? Приватбанк отказался выполнять свои обязательства перед всеми своими крымскими клиентами. В течение 2014 года они пытались этот вопрос решить мирно путем переговоров, встреч, написания писем в банк, в Национальный банк, президенту, в Министерство финансов, во все органы, которые могли бы повлиять на этот вопрос и которые должны были защищать их права. К сожалению, все органы власти проигнорировали свои обязательства в отношении защиты прав клиентов банков, поэтому они вынуждены были начать обращаться в судебные инстанции. В судебных инстанциях рассмотрение дел длится годами. Многие свои деньги отсудили, пройдя все 3 судебные инстанции и все перипетии с заблокированием со стороны Приватбанка принудительного взыскания путем исполнительного производства. Но очень много, это сотни, это больше 1000 исков, которые рассматриваются и сейчас судами Украины, все еще рассматриваются. Политика банка не изменилась, к сожалению, даже после того, как он стал государственным. То есть можно говорить о системной дискриминации со стороны государства в отношении определенной категории своих граждан, а именно крымских клиентов Приватбанка. Банк является государственным. Государство является стопроцентным акционером банка. Банк в добровольной форме не отдает деньги ни одному клиенту, только через суд. Но существует большая проблема. Банк утверждает, что у него нет никаких документов и информации об обязательствах перед крымскими клиентами. Позиция банка: у нас все украли оккупанты. Естественно, это ложь. То есть есть документальные подтверждения того, что у банка есть эта информация. То есть это официальная переписка между руководством банка и кабинетом министров. То есть это в открытом доступе. У меня есть эти документы, где, с одной стороны, в судах представители банка говорят о том, что у нас нет никакой информации. С другой стороны, господин Шлапак, председатель правления первой уже национализированного Приватбанка, пишет письмо господину Гройсману, в котором до копейки указывает объем задолженности перед крымскими клиентами. Это больше 8 миллиардов гривен. Есть информация о том, что деньги с крымских счетов, опять-таки официальная информация банка, с подписями, с печатями сотрудников, о том, что деньги были переведены банком с их счетов на внутрибанковские счета. Но в судах, если у тебя нет надлежащего пакета документов, то клиент проиграет. А ситуация заключается в том, что у многих, к сожалению, благодаря так называемой зеленой политике банка, которая была направлена и сейчас направлена на минимизацию документального подтверждения взаимоотношений с клиентом, недостаточное количество необходимых документов. В этой ситуации их мог бы выручить банк, предоставив справки об остатках на счетах, но банк умышленно это не предоставляет. Таким образом, суды, хотя в большинстве случаев и выносят, становятся на сторону вкладчиков и выносят положительные решения, но существует достаточно большая категория людей, это по официальным данным самого банка, правда, еще за 2017 год, эту информацию может предоставить только банк, ее невозможно собрать другим способом. Так вот, по информации на 2017 год самого банка, банк выиграл в судах у своих вкладчиков больше 500 миллионов гривен. То есть банк не отдал своим вкладчикам больше 500 миллионов гривен. То есть я уверен, что за последние 2 с лишним года этот процент увеличился в разы.